О эпидобстановке на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка, для которой последние 2 недели был характерен достаточный подъем, и сегодня характеризуется вновь подъемом. 173 новых случая выявлено на территории республики. При этом в столице нашей республики выявлено 103 случая. 13 случаев и достаточно сложная обстановка является в Сунтарском улусе. 4 случая выявлено в Мегино-Кангаласском улусе. По 5 случаев выявлено в Вилюйском, Нерюнгринском, Нербинском и Татинском улусах, в Алданском, Амгинском и Усть-Алданском улусом зафиксировано также 4 случая. По 3 случая выявлено в Мирнинском, Намском, Усть-Майском, Хангаласском улусе. По 2 случая выявлено в Верхоянском улусе. Для таких улусов, как Горный, Кобяйский, Ленский, Аймиконский, Алёкминский, Среднеколымский и Чурапчанский, характерно выявление по 1 случаю. Несмотря на то, что происходит сейчас у нас в выходные дни, лаборатории как Роспотребнадзора, так и учреждения Министерства здравоохранения продолжают работу. За сутки проведено 5488 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, учитывая осложненную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике, необходимо обратить внимание на тот процесс, который у нас и происходит на территории республики в настоящий момент. Мы понимаем, что сегодня на наших избирательных участках мы, реализуя свое конституционное право, создали все условия для того, чтобы выборы прошли безопасно. Тем не менее, я обращаюсь к гражданам республики в настоящий момент. В случае, если вы чувствуете недомогание либо поднятие температуры, соответственно, обращаться в избирательную комиссию для того, чтобы реализовать свое право на дому, и сразу обращаться в учреждение здравоохранения для того, чтобы решить вопрос о своем диагнозе в части исключить ковид или ОРВИ для того, чтобы начинать свое оздоровление. На 19 сентября 2021 года в республику поступило 485 155 доз вакцин. Первую вакцину получили 342 312 человек. На настоящий момент использовано у нас вакцины 72,3%. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, не имеют возможности вакцинироваться у нас сегодня 3 категории граждан. Это наши беременные женщины, это дети и, соответственно, лица, у которых имеется медицинский отвод. Они находятся в самой сложной и уязвимой группе риска. Все остальные мы имеем возможность защититься от коронавируса вакциной. В связи с этим я прошу очень бережно окружение относиться к беременным, относиться к детям и провакцинироваться, для того, чтобы не подвергать их опасности. Врачи в республике каждый день, каждые сутки, каждый час и каждую минуту борются за жизни наших согорожан, в том числе и будущих мам, пожилых граждан. Поэтому огромная просьба заботиться о своем здоровье. И, конечно же, при недомогании, при любом поднятии температуры обращаться в учреждение здравоохранения. Да, мы признаем, нагрузка очень высокая, но каждый вызов медицинские организации наши, безусловно, обеспечат и обслужат. И, соответственно, мы все вместе придем к выздоровлению. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидситуации. А через несколько минут в эфире телеканала «Якутия-24» состоится брифинг по итогам за прошедшие дни голосования из Центральной избирательной комиссии. Оставайтесь с нами. Скоро начинается учебный год. Зачастую требуется оформить пару услуг перед учебой. Например, получить справку о получении пособия на ребенка. Данная справка может